Представители Северного Кавказа шли Абхазию всеми мыслями и немыслимыми путями. Они стали рядом, воевали, гибли, становились героем нашей войны. Начиная 1989 год, движение кавказских народов представит серьезную политическую силу. Для абхазов, особенно в первые дни войны, это были огромная морально-психологическая поддержка. Люди шли из всех республик Кавказ через перевал пешком. Причем это были истинные добровольцы, а не наемники. Как это пытались представить? За все время войны количество добровольцев в нашей армии были не более 10%. Но в уклад весенними наши победы невозможно переоценить. Это Султан Сасланеев, Мухаммед Килба, Гамзат Анкаров, Юсуф Сусланбеков, Муса Шанибов и многие другие. Все они сыграли очень большую роль. Это все люди, которые считались без этого северокавказского фактора, который грузины не объяснили. Я думаю, нам было бы очень сложно выстоять. А абхазы оказались правы, создавая конфедерацию. И тот факт, что накануне начали война, Сухум был провозглашен столицей конфедерации, также немаловажно. Мощная поддержка оказана Абхазии со стороны зарубежья диаспоры первых же дней грузино-абхазской войны 92-93 года. Имели свою историческую и политическую мотивацию абхазы, проживающие в Турции, Сирии, Иордании, несмотря на препятствия, создаемые грузинским правительством и национально-шовинистическими кругами Грузины, всегда сохранили прямые или косвенные связи исторической родиной. Трудный для Абхазии период диаспора провела массовые акции и поддержку Абхазии, боровшись за свою независимость и самоопределение. Так было в 80-х году, когда углубилась грузино-абхазская политическая конфронтация из-за провокационных действий тбилисских властей. Противостояние проросло кровопролитие столкновением, приведшее к жертвам. В тот период Стамбул, Анкара, Дюзже, Адапазак и других городах Турции прошли массовые акции защиты суверенных прав абхазского народа. Инициатором акции выступили представители Абхазии и Адыгейской общины. В 1992 году, когда Грузия завершила вооруженную агрессию против Абхазии, абхаз-черкесская диаспора открыто осудила оккупационную политику шеварнязовского режима и призвала все общины политическими акциями протеста. Печать и телевидение Турции того периода свидетельствуют об активной деятельности абхазо-таджикской диаспоры, направленной на защиту национальных интересов абхазского народа. Остававшийся свою историческую независимость, в Стамбуле был создан Кавказский комитет поддержки Абхазии. Комитет возглавлял общественно-политическую борьбу, выступал с обращением с требованием к международному обществу в дипломатические представительства и миссии. Комитет также содействовал организации гуманитарной помощи Абхазии, находившейся в блокадах. Представители абхазо-адыгейской диаспоры Турции, Сирии и Иордании, несмотря на чрезвычайно трудные условия, совершили поездки в Доусу, где находился центр и штаб абхазского соратника. Сопротивление им удалось встретиться с лидером сражающих Абхазии Владиславом Григорьевичем Арзумом и ее соратникам. Затем зарубежная абхазская диаспора смогла направить свою делегацию в первый Всемирный конгресс Абхаз-Абазинский конгресс народа Селовых дней. В первые же дни войны добровольческие движения защиты Абхазии сильно строят. Вылился добровольческий отряд из Турции, Сирии, Иордании и других стран. Они храбро сражались в Кумыслинском, Мещерском, Гаджинском, Очамчирском и Творчалском направлениях. Участвовали во всех главных наступательных штурмовых операциях. В их числе истинные патриоты войны Абхазской армии, павшие в смертных храбрых боях за освобождение Абхазии от грузинских оккупантов. В период грузино-абхазской войны в условиях тяжелейшего военного противостояния закладывалась прочная идеологическая основа для возвращения на историческую родину. Потомков махаджуров, абхазов, переживших депортацию и геноцид. Во время войны проживал функционировал Государственный комитет по делам репатриации, поддерживавший тесные связи
с зарубежным соотечественникам и способствующим их возвращению и адаптации. Позвольте, уважаемые, завершить свое выступление словами первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Артема. Еще разгар войны. Мы глубоко убеждены в том, что между абхазским народом, родственным народом Северного Кавказа и должна быть граница, как кинжал. Будет резать по-прежнему наши вековые связи, наше традиционное общество. Попытка изолировать нас друг от друга напоминает политику нашего раздела на сферы влияния между Россией и Грузией. Сохранение единства народов Северного Кавказа и Абхазии является жизненно важным существованием наших народов, обеспечит стабилизацию положения со всем регионом. Спасибо.